Здравствуйте, вы смотрите новости, подготовленные службой информации телекомпании «Новый век», в студии Чинчи Кашпукол. Коротко о главном. Праздник, который дарит радость. Православные верующие встретили Пасху. Тихий подвиг во имя жизни. В Туве стартовала акция безвозмездного донорства. Спорт объединяет. Козылчане поучаствовали в пробежке с чемпионом. А теперь об этих и других событиях более подробно. Накануне православные христиане страны отметили Пасху, которая является одним из главных праздников для верующих. Пасха – это день, когда по преданию Иисус Христос воскрес из мертвых. Так, за день до Пасхи, Великую субботу, с первыми лучами солнца во всех церквях начинаются службы. Прихожане приносят и освещают угощения к праздничному столу – куличи и крашеные яйца. В день перед Пасхой с самого утра в храмах не прекращается поток из людей. Верующие приносят угощения к праздничному столу – куличи, творожную Пасху, крашеные яйца, вино и многое другое. В эту субботу как раз церковь вспоминает вот это сошествие в ад Иисуса Христа. И вместе с разбойником, который висел рядом с Иисусом Христом, он вывел из ада всех праведников, всех грешников, которые веровали в Бога. То есть исход или Пасха, что с еврейского, да, Песах, как переводится, исход, это исход из тьмы, из темницы, из заключения. Пасхальное яйцо – символ весеннего праздника наряду с куличом и творожной Пасхой. Яйцо символизирует жизнь, возрождение, а традиция красить яйца на Пасху уходит корнями в глубокую древность. Легенда гласит, что первое пасхальное яйцо Мария Магдалина преподнесла римскому императору Тиберию, чтобы возвестить о чудесном воскрешении Иисуса Христа. Воскресение Христова, и по традиции православные христиане в этот день приносят на освящение пасхальные куличи, крашеные яйца, творожную Пасху, вино. И можно любую снеть принести для того, чтобы осветить и принести это в свой дом, напитать своих родных, близких в честь такого главного праздника. Так, перед светлым праздником Пасхи все верующие стремятся попасть на праздничные службы, чтобы после 7 недель возрождения телесного и духовного разделить радость Пасхи. Чинчи Самбугай, Эрес Ховалых, Диана Баембугус, телекомпания «Новый век». Тихий подвиг во имя жизни. Сегодня в Кызыле на станции переливания крови стартовала акция безвозмездного донорства. Она будет проходить до 22 апреля. В это время все желающие, у кого нет противопоказаний, могут сдать кровь и помочь тем самым нуждающимся людям. Все подробности в материале Дианы Баембугус. Для доноров, кроме достигнутой благой цели, действуют и различные бонусы. Участникам акции вручают символические подарки, талон на бесплатный обед, а также справку на освобождение от рабочего дня. А те, кто сдал более 800 мл крови за год, дают денежное вознаграждение 876 рублей на оплату коммунальных услуг. Я могу уверенности сказать, что у нас крови хватает. Запасов у нас очень много, потому что карантинизированной плазмы, то есть обследованная полностью плазма, это жидкая часть крови, она у нас в достаточном количестве, потому что у нас есть специальная аппаратура, где мы замораживаем и эритроцитальную массу, и жидкую часть крови. То есть и условия у нас имеются для хранения. Эритроцитальная масса замороженная может храниться до 6 лет, а свежезамороженная плазма до 3 лет. Поэтому побольше у нас уже стало доноров активных, и по организациям мы уезжаем. Люди уже осознают, что такое донорство, и активно сами идут уже к нам. Как поделилась заведующая донорским отделом станции, многие доноры после сдачи крови забывают о повторном обследовании. Напомним, сданная кровь не проходит карантин, если донор не сдаст анализы через полгода. А это значит, что ваша кровь, которой вы пожертвовали, уйдет на утиль. И основной цели донорская кровь не достигнет. Как себя чувствуете? Все хорошо. Ну, пока посидите. Михаил Байду, узнав об акции, тут же пришел на станцию переливания. Как поделился молодой человек, он здесь не в первый раз и намерен стать почетным донором. Служил на Сахалине, там это приветствовалось. И после этого я вот уже 3-й раз захожу сюда, сдаю кровь. Для меня это ничего не стоит, просто кровь восстановится, а для кого-то это, возможно, кому-то спасет жизнь. 19 апреля пройдет торжественное чествование почетных и активных доноров. Им вручат нагрудные знаки «Почетный донор России». 20 апреля мобильная станция будет работать на городском Арбате, где каждый сможет сдать кровь и, возможно, спасти тем самым кому-то жизнь. Диана Баембугус, Буян Аюн, телекомпания «Новый век».
Глава Тувы во время рабочей поездки в Москву встретился с заместителем председателя правительства России Дмитрием Казаком. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся реализации плана социально-экономического развития Тувы. В частности, было принято решение включить в перечень предусмотренных планом мероприятий дополнительные пункты о строительстве детских садов, на что Министерство образования России готово поэтапно выделить Туве более 1 миллиарда рублей. Кроме того, уже в этом году республике будут выделены 300 миллионов рублей на строительство школы в Улухемском районе. Еще одним важнейшим итогом встречи глава Тувы считает поручение Дмитрия Казака изучить возможность оказания помощи республике в строительстве 2 муниципальных объектов теплогенерации – котельных для городов Агдавурак и Шаганар, которые республика своими силами начала возводить 2 года назад. Тува выступает с инициативой межрегионального сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции. Эту тему обсудили на совещании в правительстве. Вице-премьер Аяз Чуданул рассказал о результатах рабочей командировки в Хакасию и Красноярский край. Там он встретился со своими коллегами, заместителем главы Хакасии и заместителем губернатора Красноярского края, с которыми обсудил вопросы взаимодействия в борьбе с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции. Интерес в совместной работе есть, поэтому Республика Тыва по поручению главы региона Шалбана Караула выступает с инициативой подписания соглашения о сотрудничестве в этой сфере. Планируется не только обмениваться оперативной информацией, но и совместно разработать более эффективные формы и методы межрегионального сотрудничества, направленного на профилактику правонарушений. Отмечу, что с начала 2017 года уже изъято 26 тонн спиртосодержащей продукции, что говорит об усилении борьбы с незаконным оборотом алкоголя. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 30 копеек, а евро 59 рублей 78 копеек. Сделаем небольшую паузу на рекламу, не переключайтесь. Для тех, кто всегда у руля. Для тех, кто ставит задачи и принимает решения. Для самых главных людей на Земле. 15% годовых. Выдающийся кредит для выдающихся людей. Банк Восточный. Фабрика «Зонт» изготовит индивидуальную мебель от эскиза до установки из искусственного камня с фотопечатью на любом материале. Быстро и качественно. Горная 28 635 04. Компания «Дверной арсенал» предлагает сторожевые двери «Бульдорс». Отличная защита вашего дома по доступной цене. КСУ Аюна Курседи 54. Закупаем лом черных и цветных металлов по высоким ценам. Оплата сразу. Кахем 94. Район аптека управления. 923 384 38 78. – 23 апреля во всем мире отмечается День книги. Накануне этой даты мы решили встретиться с автором новой книги под названием «Говорит и показывает Кызыл. История тувинского радио и телевидения». Кандидатом исторических наук Валерия Сергеевна Кан. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о книге. О чем она? Книга вышла в конце 2016 года, и в ней впервые рассказывается о том, какой исторический путь прошло наше телевидение и радио. Кому пришла идея? Как она зарождалась? Но идея зародилась еще в 2011 году, когда праздновался 75-летний юбилей Тувинского радио и 45-летний юбилей Тувинского телевидения. Ко мне обратились сотрудники ГТРК Тыва и попросили помочь и выяснить, все-таки, когда в эфир вышла первая радиопередача и первая телепередача. Вот. Тогда, значит, по их просьбе я поработала с фондами Государственного архива Республики Тыва, подготовила небольшой очерк и убедилась в том, что действительно история тувинского радиотелевидения, она практически не изучена, вот, и требует более такого серьезного специального исследования. И вот фактически с этого момента, 2011 года, мы приступили к подготовке книги. То есть, получается, эта книга уникальна в своем роде, она единственная, да, где собраны все материалы о нашем тувинском телевидении. Да, так и есть. Сколько времени ушло? На сбор материалов, да? Да, на сбор материалов. Ну, практически 5 лет, и я хочу сказать, что мы до сих пор не поставили точку, да, окончательную, потому что очень много работы было сделано и еще предстоит сделать. Во-первых, мы, собственно, в первую очередь начали работу с архивными материалами. То есть я съездила в Москву, работала в федеральных архивах, здесь на месте тоже отработала наши местные архивы, но и те материалы, которые относились вот к теме нашего исследования, собственно, и собрала, и обобщила в первой исторической части книги. Вот. А
Не меньше времени у нас потребовала работа с ветеранами. То есть мы подготовили опросник, анкету для ветеранов, да, и опросили свыше 60 человек. Вот. И вот их воспоминания вошли во вторую часть книги, и каждый может с ними ознакомиться. Я думаю, что это будет очень интересно. Сколько всего частей? Книги, да? Да. Но вообще мы изначально думали, что, собственно, вся история Тувинского радио и телевидения у нас, так скажем, уместится в одну книгу, в одно издание. Но мы ошибались. В ходе подготовки материалов был собран колоссальный массив данных. Вообще, вот сама тема, да, радио и телевидение, Тувинское радио и телевидение, поскольку средства массовой информации не являются источником, да, и они сообщали о всех событиях, происходили в республике, да, и являлись мощным фактором в развитии нашей республики. Сведения о их истории сохранились в разных источниках. Вот. Это и архивные материалы, это и газеты, это и радиопередачи, это и научная литература, это и воспоминания ветеранов и тех людей, которые жили в то время. То есть поэтому мы по крупицам собирали вот эти вот разные, так скажем, данные, да, и у нас получился огромный массив данных. И мы поняли, вот уже подходя к юбилею Тувинского радио и телевидения, который был в прошлом году, да, 80-летие радио, 50-летие Тувинского телевидения, что надо на чем-то остановиться и создать основу для дальнейшей работы. И поэтому решили опубликовать эту книгу. И поэтому получилось, что изначально мы планировали одну книгу, а фактически у нас будет две. То есть вот сейчас вышла первая книга, она охватывает период с 1936 года, когда у нас в эфир вышла первая радиопередача на тувинском языке, то есть стартовала Тувинское именно радио, да, и 10 июня 1966 года уже вышла в эфир, открылась Кызыльская студия телевидения, то есть стартовало Тувинское телевидение. Вот. И в своей работе вот, значит, мы довели повествование до начала 90-х годов. Вот. А с 1991 года, получается, это уже другая эпоха, да, это современный этап, он, так скажем, уже имеет свою особенность, да, и поэтому мы решили, что будет уже вторая часть книги. А при подготовке вот к нашему сегодняшнему разговору я видела, что книга иллюстрирована. Да. Все-таки насколько было сложно достать эти фотографии архивные и где они брались? Ну, фотографии мы тоже брали из разных источников. Конечно же, отработали все фотоматериалы в архиве, которые имеются. Кроме того, мы обратились с призывом к нашим ветеранам, да, и попросили принести фотографии своих личных, так скажем, семейных альбомов. И очень многие откликнулись, за что им огромная благодарность. Но здесь у нас были свои трудности, потому что, во-первых, очень многие фотографии ветхие, да, то есть с ними, так скажем, не все их удалось отсканировать, да, и не все удалось их привести в надлежащий вид, раз. Во-вторых, значит, некоторые фотографии были не подписаны, да, и реконструировать, кто изображен на фотографии, какое-то событие, да, именно к какому году вообще относится, да, какое-то было мероприятие, тоже удалось, так скажем, не до конца. Поэтому, конечно, мы привели в книге, публиковали не все фотографии, которые хотелось бы. Вот. Ну и кроме того, видите как, некоторые фотографии, они, так скажем, бывают испорченные, ну, например, там кусочек уже, как говорится, да, отломился, или уже часть частично порвана, да, и хотя она содержит какие-то уникальные фото, так скажем, свидетельства эпохи, нам тоже приходилось, так скажем, ну, ограничиваться, да, и брать только те фотографии, которые, ну, так скажем, более-менее имели вид и могли, соответственно, быть представлены в книге. Помимо, еще с какими проблемами сталкивались? Ну, самая главная проблема, с которой мы столкнулись, это, конечно же, проблемы с источниками. Вот. Несмотря на то, что источников, как я сказала, было собрано очень мало, по отдельным периодам истории мы вообще ничего не нашли. Например, это относится ко второй половине 30-х годов. Да. Радио тогда было в составе Министерства культуры, да, был небольшой отдел. Вот, и поскольку очень многие документы, как мне пояснили в Государственном архиве, этого периода уничтожены были в период репрессий, да, соответственно, видимо, и не уцелели те документальные свидетельства о развитии радио. И поэтому, например, мы так и точно не определили все-таки, когда в эфир вышла первая радиопередача. Имеется несколько точек зрения. Вот, но вот именно такой найти документ, да, подтверждающий, да, и который бы неоспоримо показывал, что действительно именно в этот день вышло Тувинское радио, к сожалению, мы не нашли. И поэтому, конечно же, работу мы будем продолжать. Помимо этого, например, мы не нашли данные о том, как работал
Тувинский радиокомитет сразу после вхождения Тувы в состав Советского Союза. То есть с 1945 по 1948 годы вообще отсутствуют какие-либо документальные свидетельства. Вот, поэтому вот тоже такой пробел мы восстановить не смогли. Помимо этого, и в период Тувинской Народной Республики, когда выходили первые радиопередачи Тувинского радио, и вот, значит, Тувинской автономной области, да, очень мало сохранилось свидетельств о том, как люди оценивали радиопередачи, что слушали, нравилось им или не нравилось, да, какие передачи, так скажем, им больше нравились. И вот эти свидетельства мы практически не нашли. Ну, я думаю, это связано с тем, что, ну, как сказать, не все люди были готовы еще оценивать эти радиопередачи. То есть, возможно, они их слушали, да, но, конечно, уже в последующем, по мере распространения радио, да, оно становится более доступным, уже вот таких откликов становится даже на, ну, например, в газетах, да, все больше и больше. А вот первого времени, конечно, сохранилось очень мало. Поэтому, конечно же, эту работу нам нужно продолжать. Ну и кроме того, хочу сказать нашим зрителям, что вот, например, первые радио и телепередачи, вот эти вот записи, они очень часто выходили вживьем. То есть сразу выходили в эфир, да, не в записи, и поэтому они не сохранились. И вообще очень многие записи ранних периодов, да, например, телевидение 60-х, 70-х годов, даже когда уже пошла запись, да, они просто сейчас либо не сохранились, либо сохранились в таком плохом виде, да, что невозможно понять вообще, что, как говорится, что на них было. Вот, и единственное, мы эти темы пытались реконструировать по другим источникам. Ну, например, отсматривали архивные материалы, да, смотрели материалы в газетах, где, ну, публиковалась, например, та же программа передач, да, телепередач, и вот понимали, что все-таки в то время выходило. А самих передач как таковых, да, мы не нашли. Ну, ладно, одно дело проблема, другое. С какими интересными моментами вы столкнулись при подготовке книги? Ну, во-первых, конечно же, очень интересно было работать с ветеранами, потому что, вот знаете, одно дело, когда ты работаешь с сухими архивными данными, да, то есть когда появилось, что появилось, которые отражают, так скажем, ну, хроникально, да, события, которые происходили. Другое дело, когда ты работаешь с людьми, которые непосредственно работали в радиокомитете, да, а потом в комитете по радиовещанию и телевидению. С ними было очень интересно работать, они рассказывали о разных забавных случаях, и благодаря им книга, мне кажется, она ожила, да, и, ну, как бы людям, мне кажется, она может быть в первую очередь интересна, потому что вообще вот радио, телевидение — это такая интересная сфера приложения человеческого труда, и как раз, может быть, даже людям, конечно, важно знать историю, да, то есть факты, события, кто работал, да, но не менее, мне кажется, интересно им знать вообще кухню внутреннюю, да, радио, телевидение, как готовились передачи. И это вот, понимаете, сейчас современное телевидение цифровое, да, уже облегчило так во многом, да, труд журналистов. А тогда люди все делали, знаете, вот, ну, буквально вот на руках, да, ручным способом, и работали такие гении, инженеры, да, для того, чтобы все выходило в эфир и выходило очень, так скажем, творчески, да, интересно, своеобразно. И вот таких вот интересных историй, необычных, вот именно во второй части книги очень много. Поэтому вот я рекомендую их почитать, тогда наши зрители поймут, какой непростой труд был у журналиста раньше. Кто вам помогал при сборе материалов для книги? В 2011 году мы создали рабочую группу, да, она состояла в основном из сотрудников ГТРК ТВА, и, конечно же, они оказали большую помощь в подготовке книги, в сборе материала, и, конечно же, те ветераны, которые поделились с нами ценными воспоминаниями. И, конечно же, то, что вот такой труд вышел, это большая заслуга вот большой группы людей. Где можно приобрести или прочитать эту книгу? Ну, я надеюсь, что книга вызовет интерес на жителей нашей республики. И я, поскольку книга была издана при поддержке нескольких гранта Роспечати, значит, я ее, так скажем, подарила в ряд библиотек города Кызыла. В первую очередь Национальная библиотека имени Пушкина, это и библиотека нашего института, в котором я работаю, и Кызыльского колледжа искусств, и других библиотек. Кроме того, книгу можно приобрести, в частности, в Тувинском книжном издательстве, в Центре развития тувинской традиционной культуры, вот, а также можно приобрести в магазине «Деловые мелочи». Я надеюсь, что
каждый найдет для себя что-то интересное, да, и узнает о том, все-таки какой непростой, интересный путь прошло наше, скажем, радио и телевидение. И, кроме того, познакомиться с очень интересными и увлекательными историями и узнает о работе, как говорится, радио и телевидения из уст самих ветеранов. Валерия Сергеевна, спасибо, что сегодня пришли к нам и рассказали о книге. А я напомню, что сегодня у нас в гостях была автор новой книги под названием «Говорит и показывает Кызыл. История тувинского радио и телевидения», кандидат исторических наук Валерия Сергеевна Кан. Пробежка с чемпионами. Такой проект в год молодежных инициатив запустил Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Кызыла. Принять участие в нем может каждый. Вместе с титулованными спортсменами кызылчане делают разминку, а после приступают к бегу. Кроме того, мастера спорта делятся профессиональными навыками и на своем примере показывают: спорт делает нас лучше. На стадионе пятилетия Советской Тувы прошел необычный забег – пробежка с чемпионами. Им любители спорта открыли беговой сезон. Погода внесла свои коррективы в планы организаторов. Однако мелкий дождь и прохладный ветер не остановил даже самых маленьких участников пробежки. По словам организаторов, в ней может принять участие любой желающий с любым уровнем физической подготовки. Данная пробежка проводится впервые в рамках года молодежных инициатив. И сегодня состоится первый забег. Первая тренировка прошла под руководством молодого спортсмена Антона Салчака. Он в свои 20 с лишним лет уже мастер спорта международного класса по кикбоксингу и чемпион Европы. Согласился принять участие в данном проекте сразу, так как пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и есть основная задача спортсменов региона, говорит Антон. Будущее республики – это молодежь. Вот. Решил, что хоть с маленькой начинать здоровый образ жизни, начинать бегать, чтобы спорт в моде был. Дистанцию осилили не все, некоторые смогли пробежать лишь половину. А в завершении тренировки чемпион показал некоторые приемы кикбоксинга. Стоит отметить, что проект будет работать до конца июня. Позаниматься спортом вместе с чемпионами можно будет 2 раза в месяц. Такие тренировки – своего рода подготовка к массовому пробегу, который состоится ко Дню молодежи. Чинчи Кашпукол, Чинчи Самбугай, РС Хавалых, телекомпания «Новый век». Далее наша ежедневная рубрика «Новости короткой строкой». С 6 апреля в Туве введены ограничения на проезд по дорогам регионального и муниципального значения тяжелых грузовиков. Движение ограничивается на период таяния снегов и повышенной влажности, снижающих несущие способности дорожного полотна. Все, кто нарушит допустимую нагрузку на ось, будут наказываться штрафами. Для контроля за соблюдением режима защиты дорожного полотна на автодорогах Абакан, Агдувурак и Кызыл-Сарыксеп установлены и круглосуточно работают временные передвижные посты весового контроля. В Кызыле началось с нанесения дорожной разметки пешеходных переходов. В первую очередь зебры появятся возле детских садов и школ. Так, 17 апреля рабочие наносят пешеходные переходы возле школ номер 1, 15 и 4, а также возле детских садов на улицах Салчака-Тока, Кайхем, Байхакской и Рабочей. Движение по этим улицам будет частично перекрыто. С 18 апреля начнутся работы по нанесению пешеходных переходов и на других улицах тувинской столицы. 18 апреля на открытом воздухе у обелиска «Центр Азии» в случае непогоды в информационном центре туризма состоится открытый шахматный турнир, посвященный Дню местного самоуправления на призы Хурала представителей города Кызыла. Организатором состязания выступает вместе с представительным органом местного самоуправления Кызыла Центр дополнительного образования столицы. Регистрация участников с 13 часов. С 17 по 19 апреля в Кызыле пройдут командно-штабные учения по отработке вопросов ликвидации природных пожаров и весеннего паводка. Это совместные учения, в которых будут задействованы практически все, начиная от представителей власти и заканчивая соответствующими службами экстренного реагирования. Запланировано проведение совместного заседания КЧС, проверка системы оповещения, смотр готовности сил и спецтехники. На тренировках будет инсценировано подтопление домов на левобережных дачах и возникновение крупных природных пожаров. В Минздраве Тувы рассмотрены промежуточные итоги реализации приоритетных проектов в отрасли здравоохранения. Одна из основных – реализация проекта развития санитарной авиации в рамках федерального проекта по своевременному оказанию экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах страны. Реализация проекта позволит значительно улучшить работу тувинских медиков по оказанию экстренной медицинской помощи жителям труднодоступных районов за счет приобретения специально оснащенного вертолета для госпитализации больного и оказания первой экстренной медицинской помощи во время полета.
На радиостанции «Голос Азии» вновь стартовал полюбившийся слушателям замес «Майонез». На этот раз партнером радиоквеста стал гостиничный комплекс «Буян-Бадыргы». Он был основан в 2006 году и за время своего существования зарекомендовал себя как надежный партнер для успешного и взаимовыгодного сотрудничества. Они представили в качестве подарка сертификат. Чтобы его получить, слушателям надо было разгадать загадку и приехать на зашифрованное место первыми. Узнаем, кто сегодня назвал условную фразу квеста. Замес «Майонез». Вот ваши сертификаты. Если хотите разгадать загадку квеста первыми и получить подарок, следите за новостями радио в эфире на 102,5 FM или в их группе ВКонтакте «Радио Тувы. Голос Азии». В заключении выпуска о погоде. Завтра в Кызыле ожидается облачная с прояснениями погода, а возможно небольшой дождь. Температура воздуха ночью -1, +2, в дневное время +10, +13. Ветер от 6 до 10 метров в секунду, атмосферное давление 700